Вот здесь молодняк есть полтора месяца. В родном селе Байтика его называют родоначальником экзотической фермы, а он своих страусов птицами своей удачи. Его гордость и увлечение стало делом всей жизни. Теперь он царь страусов. У Кульбусуна Шамудинова есть все, что надо. Машина, семья, должность чиновника, роскошный дом в элитном районе. Но его тянет к пернатым. Это самые первые страусы. Это. Да, они живут 70 лет. Ферму в полгектара король страусов сам проектировал и строил. Поначалу птенцов было 6, теперь целое пернатое стадо. Экзотические птицы быстро привыкли к горному климату и дали потомство. Как аристократ птица. Мало кушает. Чем куры, например, на массу килограмм, 3 раза меньше кушает. Азы страусоводства Кульбусун осваивал на ходу, взахлеб читая научную литературу. К экзотике пришлось привыкать, поэтому тут знают, страусы – агрессивные птицы, чужих людей не подпускают. Поначалу боялся к ним подходить. У них сильные ноги, могут пнуть и сломать что-нибудь. Дастан живет на ферме и приглядывает за пернатыми. За год он узнал о них, пожалуй, все, что из фруктов и овощей предпочитают взамен саванским растениям. Даем сено, кукурузу. В общем, едят все. Страусы к местной еде прекрасно адаптировались. Гуляют вальяжно и будто вовсе не из африканских пустынь. У некоторых птиц есть даже свои имена. А в основном это первые переселенцы. Сторожил-красавчик здесь вроде местного вождя. Разведение страусов – выгодное дело. Только одна переработанная шкура может окупить затраты на покупку птенца. Перья и кожу разбирают модельеры, яичную скорлупу – художники. Мясо тоже не из дешевых. Диетический, деликатесный продукт. Одним яйцом можно накормить 10 человек. Вот это не инкубационные яйца, а это не инкубационные яйца. Вот здесь где-то 2 килограмма. Но омлет из страусиного яйца – редкий завтрак даже для короля. Слишком дорогое удовольствие. Столовая, то есть пригодная к еде, стоит по меньшей мере $50. Где-то 20-30 яиц дают, в сезон дают. Сменив прописку, птицы пустыни здесь окрестились валютными птицами. Взрослый страус стоит как хорошая лошадь. Ну, она все, потребление уходит. Все, мясо, кожа, перья. В мечтах фермера увеличить поголовье своих чудо-птиц. Потом уже можно забивать их на мясо. Таков был расчет. А пока диковинные пернатые зарабатывают тем, что развлекают публику. Адилет Бектурсонов, Азат Ндымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан.